Следующее слово предоставляется Кадзоеву Аслану Исуповичу, руководителю общественной организации. Приготовиться Чумакову Хамзату Хасановичу. Общественная организация. Уважаемый президент, уважаемый президиум и уважаемый высокий съезд. В рамках подготовки данного съезда 15 января состоялась конференция неправительственных организаций, где представители 28 неправительственных организаций Республики Ингушетия единогласно проголосовали за настоящую резолюцию, и мне поручено довести ее до съезда. Резолюция конференции неправительственных организаций Республики Ингушетия о съезде народа Ингушетии. Заслушав и обсудив повестку дня предстоящего 31 января 2009 года съезда народа Ингушетии, конференция неправительственных организаций Республики Ингушетия постановляет: первое. Об общественно-политической ситуации внутри и вокруг Республики Ингушетия. Пункт 1. Считать общественно-политическую ситуацию внутри и вокруг Республики Ингушетия крайне сложной и чреватой дальнейшим обострением с возможными катастрофическими последствиями для народа и государственности Республики Ингушетия. Пункт 2. Считать проведение на данном этапе съезда народа Ингушетии необходимым и правильным решением власти. Третье. Считать правильным, полезным и необходимым в дальнейшем сохранять начатый президентом Республики Ингушетия Евкуровым и Нурсулбеком Ламангиревичем открытый, заинтересованный и конструктивный диалог с гражданским обществом и народом Республики Ингушетия, как показатель прямой и открытой демократии, способной эффективно и качественно повлиять на восстановление стабильности в обществе, установление гражданского мира и согласия. Пункт 4. Считать необходимым представить на съезд народа Ингушетии консолидированную позицию общественности Республики Ингушетия по всем вопросам повестки дня съезда и по иным вопросам, имеющим важное судьбоносное значение для народа и государственности Республики Ингушетия. Второе. Об исполнении на территории Республики Ингушетия федерального закона номер 207 от 24 ноября 2008 года о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике. Пункт 1. В условиях, когда Республика Северная Осетия-Алания в одностороннем порядке, без учета мнения ингушской стороны и в нарушении закона РСФСР о реабилитации репрессированных народов, закона Российской Федерации об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов и решений высших органов власти СССР и Российской Федерации, в том числе определения Конституционного суда Российской Федерации, направленных на реабилитацию репрессированного ингушского народа, приняла собственные правовые акты муниципального образования своей республики с включением фактически ингушских территорий и населенных пунктов, юридически определяющие ее административно-территориальное устройство и обозначение административной границы с Республикой Ингушетия, основываясь на статью 11 Конституции Республики Ингушетия, считать невозможным на данном этапе реализацию в Республике Ингушетия федерального закона номер 207 от 24 ноября 2008 года о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике без полного учета законных прав и интересов народа Республики Ингушетия. Мерами, допускающими реализацию федерального закона номер 207 от 24 ноября 2008 года о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике на территории Республики Ингушетия с полным учетом законных прав и интересов народа Ингушетии, считать принятие собственного закона Республики Ингушетия о муниципальных образованиях с включением в административную территорию Республики Ингушетия 3 районов бывшей Чечено-Ингушской Республики Назрановского, Малгобекского, Сунжинского, устоявшихся административных границах на момент возникновения Ингушской Республики в 1992 году, как факт распада Чечено-Ингушской Республики, из всех ингушских территорий, населенных пунктов, незаконно состоящих под юрисдикцией органов власти Республики Северная Осетия-Алания, для чего основанием служит следующая нормативно-правовая база. Декларация Верховного Совета СССР о признании законными и преступными репрессивных актов против народов и обеспечении их прав от 14 ноября 1989 года. Постановление Верховного Совета СССР от 6 июня 1991 года номер 36 об отмене этих актов. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом России 22 ноября 1991 года.
Декларация Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики 22 ноября 1990 года. Закон РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий. Закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов. Закон Российской Федерации об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации. Указы президента Российской Федерации, постановления и распоряжения правительства Российской Федерации. Два определения Конституционного суда Российской Федерации. Статья 11 Конституции Республики Ингушетия. Пункт 2. Решения и нормативно-правовые акты органов власти Республики Северная Осетия, Алания, Чеченской Республики в части определения их административных территорий, принятые в одностороннем порядке, без учета мнения и позиции народа Ингушетии и в нарушении указанной в настоящей резолюции правовой базы, для ингушской стороны считать юридически несостоятельными и предложить органам власти Республики Ингушетия, ее руководству, их не признавать и на их основе ни в какие правовые отношения не вступать. Более того, такие действия северо-осетинской и чеченской сторон считать оскорбительными и унижающими честь и достоинство национального народа Ингушетии, грубо попирающими его законные, конституционные права и интересы, а следовательно и принципы добрососедства, братства, межнационального мира, согласия, региональной стабильности, умышленно направленными на ухудшение отношений с народом Ингушетии, на провоцирование возможных конфликтов в будущем. Пункт 3. Считать целесообразным предложить органам власти Республики Северная Осетия, Алания отменить или качественно пересмотреть свои нормативно-правовые акты и иные решения, вступающие в конфликт с законными правами и интересами Республики Ингушетия, а органам власти Чеченской Республики предложить воздержаться от подобных шагов. Пункт 4. Считать целесообразным обратиться в органы Верховной власти Российской Федерации с предложением о даче правовой и политической оценки деструктивных и незаконных по сути действий органов политической власти Республики Северная Осетия, Алания, указанных в статье 1 настоящей резолюции, и принятии срочных мер по недопущению в дальнейшем подобных шагов с их стороны во имя торжества российской законности, во имя сохранения межнационального мира, согласия, добрососедства и стабильности. Пункт 5. Образовать общественную комиссию по вопросам о муниципальных образованиях административной территории границы Республики Ингушетия. Пункт 6. Считать настоящую резолюцию консолидированной позицией и едино-политической платформой общественности Республики Ингушетия по указанной теме. Общественность Ингушетии предлагает настоящему съезду поддержать данную резолюцию и учесть ее в принятии своих итоговых документов и решений. У нас есть предложение съезду, если позволите, я могу зачитать, если я время. Все, время вышло. Все. Подавайте. В секретариат передайте резолюцию и предложение.